покаянными. Да возвеличится имя Аллаха, восхваляемые паломниками вперед хаджа, отзываясь на призыв пророка Ибрахима, алейхиссалам. Сказал Аллах: надо победать людям по хаджи, и когда они придут пешком и на разных точек животных, приходят из всякой глубокой расщелины. Паломники в один голос обращаются к Аллаху словами: «О Аллах, мы отозвались на твой призыв, мы искренне отозвались, призывая, что нет у тебя сотоварища. Воистину, хвала тебе и благо только от тебя, милость и власть, нет у тебя сотоварища». Дорогие единоверцы, сегодня 10 числа месяца Зулхиджа. Мусульмане всего мира отмечают праздник жертвоприношения и Ид-аль-Адха. Мы просим Аллаха, чтобы ежегодно с наступлением этого праздника Он Бог дал мусульманам благо, добра, благочестивости, защиты от бед и терпения в испытаниях. В это благословение утра праздничного дня для приношения паломник направляется в сторону мина для бросания камня шайтану, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мудрость этого ритуала, чтобы паломник вспомнил тот случай, когда шайтан явился перед пророком Ибрахимом, алейхиссалам, дабы искушать его. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, принял после камня шайтана в знак унижения его. Также и нам, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, повелено бросать камни в те места, где появится шайтан, возобновляя силу пророка Ибрахима, алейхиссалам, с такой же целью унижая шайтана. Уважаемые, благочестивые приношения содержат высокие значения. И само приношение жертв мусульман содержит в себе великое воспоминание о пророке Ибрахиме, алейхиссалам, и о том, как Аллах Всевышний повелел ему принести в жертву своего сына Исмаила. Рабба, это большое испытание, которое пророк Ибрахим выдержал с честью. Аллах Всевышний его сказал и сказал: «Валакад атайна Ибрахима рушдаху мин каблу ва кунна амина». Аллах оградил пророка Ибрахима с рождения. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, призвал свой народ поклоняться только Аллаху Всевышнему и оставить поклонение планетам, идолам и всяким изображениям. Но, к сожалению, несмотря на то, что они видели чудеса, указывающие на его правдивость, не следовали за ним, а наоборот, хотели ему причинить вред. Но Аллах Всевышний спас пророка от их хитрости. Ибрахим, алейхиссалам, переселился от них и неустанно продолжал распространять ислам. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, просил у Аллаха даровать ему благочестивых детей. Аллах принял его дуа и даровал ему, несмотря на возраст, сыновей Исмаила и Исаака. Когда Исмаил подрос и окреп и стал сопровождать своего отца, пророк Ибрахим, алейхиссалам, приснился сон, что он приносит Аллаху жертву своего сына. Как известно, сыны пророков – это знамение от Аллаха, которые нужно обязательно исполнять. Аллах Всевышний сказал о пророке Ибрахима: теологи и специалисты в рассказах о толковании рассказывают, что когда пророк Ибрахим хотел принести своего сына в жертву, сказали ему: пошли, чтобы совершать свой курбан ради Аллаха. Он взял нож, веревку и пошли. И когда дошли до гор, сын спросил отца: где же курбан? Отец ответил: о сын мой, я видел во сне, что я вижу тебя. Сон пророка истина, пророчество. Об этом сказал теолог ислама Катада. Тогда Исмаил сказал отцу: покрепче завяжи меня, чтобы я не охотился, и постарайся, что моя кровь не попала на твою одежду. А то моя мать увидит это и загрустит. И пусть быстро пройдешь ночь по моему голову, а когда подойдешь к маме, то передай ей салям. Тогда Ибрахим поцеловал его и заплакал и сказал: ты мне большая помощь для соблюдения повеления Всевышнего. После чего взял нож и хотел
это обозначает. И хотел исполнять то, что ты видел во сне, а взамен твоего ребенка овца. Сказано в Коране: «Вафадайнаху бизабхин азим», что взамен Исмаила была дана как жертва овца. И это доска для размышления, что каждый из нас был богобоязненным в любом случае. В горе и чтобы была надежда только на Аллаха Всевышнего. И это дает нам больше уверенности, что пророки, они велики, что они в Коране сказаны прекрасные слова, и каждый из них лучший из миров. О раб Аллаха, советую вам сидеть богобоязненными, покорными Аллаху Всевышнему, и действовать согласно шариату, готовя себя к величайшему дню, когда не принесут пользу ни имущества, ни деньги, ни дети. Знайте, что воистину Аллах Всевышний повелел нам придерживаться именно единобожия и стоять твердо в рамках шариата и истинно верить в единого Аллаха. Раб Аллах, и благочестивых деяний, которым погубил пророк Ибрахим, алейхиссалам, это жертвоприношение. Мудрость этого курбана возобновит сунну пророка Ибрахима, алейхиссалам. Пророк Мухаммад сказал об этом: «Сунни вашего предка пророка Ибрахима». Это действие сунна нашего пророка Ибрахима, алейхиссалам. Анас ибн Малик, который касается Аллаха, принес жертву 2 баранов, так же, как это делал пророк Мухаммад, алейхиссалам. Курбан является подтверждением сунной для тех, кто имеет такую возможность. Вы не зависите от того, находится ли он в книге, в первой или а преимущество курбана передала жена пророка, алейхиссалам, Айша, разъяллаху анха, словом пророка Мухаммада, совершайте курбан, и чтобы каждый мусульманин был дружью или в том сторону Каабы, и тогда этот курбан будет вознаграждением в судный день, а его польза, чтобы это было от души искренне. Время жертвоприношения наступает после того, как наступает время праздничного курбан байрама. И время достаточно для чтения 2 рукатов и 2 проповедей. А если едут раньше, то этот курбан не принимается. Передали имам Муслим, что в день курбана пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вступал после намаза и сказал во время проповеди: кто читал наш намаз и выполнил ритуалы реза, то он правильно выполнил нашу сунну. А кто совершил ритуал до нашего намаза, то этот курбан не принимается прежде заново. Время, когда курбана продолжается до захода солнца 3-го дня праздника. Принимается как курбан овца, коза, верблюд и бык. Мухаддис Джабир передает изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано: «Режьте, что старше по возрасту, а если трудно, то режьте годовалого барана». Не принимается курбан, если животное имеет такие недостатки, как отсутствие одного глаза, или же имеет такую болезнь, которую видно снаружи, например, хромота. Любимцы посланника Аллаха, наилучший мой совет вам в это торжественное утро быть богобоязненными, соблюдать повеление Аллаха, воздерживаясь от нарушения его законов. Верьте в благочестивые дни, посещайте родственников, просите прощения у того, кого обидели и кому задолжали. Дорогие братья-мусульмане, жизнь на этом свете коротка, используйте ее в поклонении. Душа наша стремится к наслаждениям, жизненным интересам и выгодам. Научитесь себя довольствоваться малым. Кто обязан совершить жертвоприношение? Жертвоприношение стало обязательным для человека. Он должен быть совершеннолетним, здоровым мусульманином, не путником, обладающим статусом праздника и имущества, необходимым для выплаты заката. Каких животных разрешается приносить в жертву, а каких нет? В
жертвенным животным относятся овцы, козы, коровы, быки и буйволы, верблюды. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот 2-летнего, а верблюд 5-летного. Но если ягненок в 6-месячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешайте его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Эти животные должны быть полностью здоровыми и не иметь никаких изъянов, таких как слепота на один или оба глаза, слабость и истощение, отсутствие уха или хвоста, более 1/3, зубов половины боли, если оба или один из рогов сломан, хромоты, явная болезнь. Обязательно ли совершать жертвоприношение самому? Можно ли попросить об этом кого-то другого? Желательно сунна сделать это самому. Но если вы собственным мужем не в состоянии забить животное, то вы можете уполномочить кого-либо сделать это от вашего имени. Но даже в этом случае вам желательно присутствовать непосредственно во время обряда. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил жертвоприношение за свою дочь Фатиму, да будет доволен ей Аллах, он попросил ее лично присутствовать во время обряда, сказав при этом, что с первой капли крови жертвенного животного простятся все ее предыдущие грехи. Но если человек не имеет возможности присутствовать на церемонии, он может совершить намерение не передать стоимость жертвенного животного и попросить, чтобы от его имени принесли его в жертву. Что нужно делать с мясом? Необходимо ли его раздать полностью? Мясо жертвенного животного желательно мустахаб разделить на 3 части. Одну часть оставить себе на нужды семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, третью желательно раздать неимущим. Однако можно полностью раздать мясо животного. Можно ли раздавать мясо курбана не мусульманам? Согласно мнению ученых ханафитов, не мусульманам можно отдавать любую форму благотворительности, садака или курбан. Так что мясо жертвенного животного можно дать и не мусульманам. Если у кого-то есть сосед, можно отдать. Сколько человек может делать жертвоприношение крупного рогатый скот? Бык или корова, можно 7 человек. 7 человек, чтобы их намерение было жертвоприношение. Если один из них ради мяса и жертвоприношения сейчас неправильно. Как мы должны купить животное жертвоприношение? Живот. Время жертвоприношения. Время жертвоприношения – это 1, 2 и 3 день курбан, праздник, кто находится в городе. Не разрешается совершить жертвоприношение до праздничной молитвы. Вот мы сейчас почитаем праздничную молитву, после этого можно резать курбан. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين.
мы закрыли столы для вас. Мы всех вас приглашаем туда, после намаза. Ну, сейчас я еще расскажу вам про намаз. Ну, намаз сначала намерение это дня, каждый будет по-своему делать. Я по-русски скажу вам, как это делается. Я, например, боюсь совершить двухрукадный праздничный намаз суннат по случаю Ида аль-Адха или Курбан Байрам. Воинам Всевышнего Аллаха за имамом Аллаху Акбар. Когда имам говорит Аллаху Акбар, то поднимается руки. После этого естественно, и имам говорит Аллаху Акбар, каждый раз поднимает руку. Имам читает суру, еще добавляет еще дневной поясной такому руку и дневной такому. Во втором рукаде стоим, имам читает сура еще, фатиха еще одну суру. И 3 раза говорим каждый. Так это поднимаем руки уже. А 4-й раз мы идем в руку, в поясной пояс и дневной. Это все. Я намерен совершать двухрукадный праздничный намаз суннат по случаю Ида аль-Адха или Курбан Байрам во имя Всевышнего Аллаха за имамом Аллаху Акбар. Я когда говорю, как мы можем посмотреть, как делать сегодня, как мы когда руководство kita tidak jaga proses Allah. Ya karena di dalam karena ini bermobil tunai как делать сегодня, kami bahasa ruководство kita. Ой, с праздником, с праздником. Можно, да, снимать? Конечно. Снимайте. Ой, с праздником. Да. Снимайте, пожалуйста, снимайте. Хорошо это. Да вот туда несите уже. Bir bacak duruyor. Ben dışarıdan bir bölüm oldu. Hadi sorun. У меня очень много друзей, у меня много родственников, мусульман. Так что, знаете, жизнь, она жизнь. На территории нашего города никогда, на территории нашей страны ведь никогда не было религиозных войн, межнациональных войн. Всегда мы жили вместе, понимали друг друга. Была опасность, была война, вставали и воевали, защищали. Была необходимость оказать ближнюю помощь, потереть слезу обиженным. Это тоже законы ислама. Это тоже основа веры. Одной из самых древних религий, вер во всем мире. И хочется пожелать, чтобы вот эти законы, эти обычаи ислама способствовали не только укреплению и взаимопонимания между народами, и нашего многонационального Междуреченска, и национальной, многонациональной нашей страны. Будем все вместе, никто нас не хотел.
праздником вас, дорогие. С праздником благополучия вашим семьям, здоровья вашим родным, близким, вашим родителям. Ну и счастья нашим детям. С праздником вас. Спасибо. Валик, вопрос? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanlar, Resulullah, Tanrılar, Yaklaşlar, Bildaklar. Разрешите мне от имени ветеранов труда, пенсионеров, от имени Аксакалов поздравить вас с праздником Курбан-байрам. И мне считайте, бисмиллахир-рахманир-рахим. Уважаемые братья и сестры в исламе, мир вам, милость Аллаха и его нескончаемое благо. Этот величайший праздник ислама открывает врата милости Всевышнего Создателя. Милость Аллаха объемлет небеса и землю, и когда мусульмане приносят жертву ради Аллаха, с первой карты крови жертвованного животного прощаются его грехи и не способляют милость Всевышнего. Этот великий праздник меня никто не слушает. Да, не слушаю. Шум, как в самолете. Я долго не буду. Этот великий праздник искренне желаю всем мусульманам укрепления веры, личного процветания и крепкого здоровья, а также неустанного искреннего служения делу призыва к исламу, как залог милости Аллаха в обоих мирах. Жертвуя малым, в день жертвоприношения мусульмане приобретают великие блага Аллаха. Всевышний говорит в Коране: если вы будете благодарны за мои милости, то я увеличу вам мою милость. Но если проявите неверие, то мое наказание сильно большое будет. Так мусульмане, проявляя свою щедрость и делясь с другими, кто нуждается в их помощи и поддержке, обретают великое прощение и награду Господа миров. Пусть Всевышний Создатель укрепит в нас братскую любовь друг к другу, наделит чувством исламской солидарности и единства. Ибо Аллах призвал всех мусульман к единству, говоря: держитесь за верность Аллаха, то есть за Коран, и не разъединяйтесь. Единство и солидарность всегда помогали мусульманам переносить тяготы земной жизни, завершение которой в день суда и расчет за все наши деяния, произнесенные в этом мире нашими словами. Эти праздничные дни, когда миллионы мусульман в Мекке, завершая обряд хаджа, молят Аллаха и о его милости. Вместе с вами обращаем свои молитвы к милосердному Аллаху с тем, чтобы Он простил наши ошибки и прегрешения, наставил всех заблудших на спасительный путь благочестия, мира и истинного братства между людьми и народами. Так как у нас в хадж поехали Мурат, Абдухаран, и пожелаем им благополучно завершить хадж и благополучно вернуться к нам сюда обратно. Аминь.
Наши бабушки приготовят вам блинчики после намаза, мы припеваем сразу. Здесь стол. Приготовимся, давайте. Вставайте, выровняйте беги и пустыми не оставляйте места. Понял. Ольга. Asya. Kamu kritis lagi bro. Испания тоже. Америка. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسدن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحدث ذاته عن الشرك والسلام وتناطقت الأدلة بأوصافه الجلال والجمال وأنشأ بقدرته السهاب السحاب. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كل ذاته العقول والأفهام وعجز عن درك صفاته الراسخون والأعلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الكتاب وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج وطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واضحة بالبراهين والأدلة. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الصاد في يوم الجزاء بأمر الله يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الموصوفين بأطيب الأحوال. خصوصا على الإمام الهمام أفضلهم أمير المؤمنين بباب الصديق السابق في السر وأصدق الأخبار. وعلى الإمام الهمام آدم أمير المؤمنين عمر الفاروق فرق بين الحلال والحلال. وعلى الإمام
وإن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النهر في قوله وانهار وأمر خليله بذبح ولده الأشهر وأبدى بكبش من الجنة بواسطة الملك المقرر ولا تجيب على الفقير بالقول المعتبر والبدنة عن سبعه وضعه والمعروف أو أراهن مجدار ومحسبه ولا يجوز الأجفاء والأرجاء والأرجاء مقطوع القرون والليلة والذي لا يمشي على المنصب عند المذهب المعتبر ظهر جمع أموالهم وعظمه امتثالا لأمر رسول الله المقرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنه على صراط متاعكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء بارك الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله عما يصفون. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يحيي ويميت وهو الحي ولا يموت يأتي الحي ولا يحيي كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم تقبل منا وترفعنا وارفعنا واستجب دعاءنا واقبل أحيانا وارحم مواتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين. وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Maksat. Maksat. Kime giren kampanya? Maksat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Как тебе? Спасибо, тебе тоже. Alhamdulillah, rad видите. Maksat bu. Haber mi? Yürü buradan da. Ştı, Şodruz, Hasan. Burada çıkına yok mu ya? Gel şimdi. Şuraya çıkıyor, yürü buraya ekran. Yürü. Gel, Hay basayım. Tebrik ederim. Nasıl kötü oldu? Akhirci olmadan geldik.
Tebrik ya Gozi. Eyvah tebrik. Şikayet işi. Bu işi de bari. Ne yapayım? Rol ya, sınav ya. Meron yaklaşık bakış kamerada.